К разгару двигается и другой конфликт, уже внешний. Кыргызстан пожаловался руководству Всемирной торговой организации, в которую вступил раньше Казахстана, на действия соседней страны, которая проводит не совсем обоснованный таможенный контроль на границе. Более подробно расскажет Андрей Токумбаев. Кыргызско-казахский спор на почве трансграничной торговли дошел до Всемирной торговой организации. Генеральный совет ВТО приступил к рассмотрению жалобы, поданной кыргызской стороной. Истцы недовольны тем, что Казахстан существенно ограничивает объем и ассортимент импорта из Кыргызстана, ужесточает порядок досмотра грузов. Данные вопросы мы в течение прошлого года пытались урегулировать на двусторонней основе. Но мы так друг друга не услышали. Казахстан устанавливал свои требования для того, чтобы снять эти ограничения, которые, по нашему мнению, являются нарушением правил ВТО. Однако и Казахстан неоднократно выражал свои претензии в адрес Кыргызстана. С точки зрения казахской стороны, поток кыргызской контрабанды серьезно угрожает экономической безопасности в странах ЕС. Когда предполагалось вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз, мы выражали серьезную обеспокоенность, связанную с тем, что в Кыргызстане процветают так называемые серые схемы импорта. То есть туда завозятся товары, которые растамаживаются либо нелегально, либо с серьезным занижением таможенной стоимости. И дальше в силу отсутствия таможенной границы у нас, Кыргызстана и Казахстана, они могут попадать на наш рынок и на рынок России. Казахстан установил электронные пломбы на грузовые фуры, въезжающие на территорию страны, отслеживая тем самым движение товаров, проверяя их соответствие сопроводительным документам. Необходимость такой меры пояснил официальный представитель Казахского комитета государственных доходов Алджас Атар. За последние 3 месяца зафиксирован 601 факт нарушения законодательства. По документам груз едет в Россию через Казахстан, но по факту товар продается и на территории Казахстана. За товар общей стоимостью 5 миллиардов тенге государство недополучило 600 миллионов тенге налогов. Дабы этого не повторялось впредь, нужны электронные пломбы для транзитных грузов, чтобы отслеживать, где находится авто с грузом. Предпринимать необходимые меры в тех случаях, когда товар будет оставаться в Казахстане. Не отрицая наличие так называемых серых схем импорта, Кыргызстан все же настаивает на ином пути решения проблемы, призывая Казахстан не ужесточать таможенный контроль, не нарушая тем самым обязательства, принятые им при вступлении в ВТО и ЕС. А с контрабандой предлагает разобраться отдельно, совместными усилиями. Мы же говорим, что необходимо сначала все свои действия привести с международными обязательствами, а потом можно сесть на переговоры и решать проблемы, с которыми сталкивается Казахстан в рамках своего налогового администрирования, борьбы с теневой экономикой на территории Республики Казахстан. Такой вариант казахское руководство, мягко говоря, не устраивает. Упреки и принципиальные разногласия не привели ни к чему конструктивному. И Кыргызстан решил привлечь в качестве арбитра саму Всемирную торговую организацию. Претензии к Казахстану 3 марта на заседании Генерального совета ВТО в Женеве высказал постоянный представитель Кыргызстана в этой организации Данияр Мукашев. Из-за применяемых Казахстаном ограничений экспорт Кыргызстана в 2019 году сократился на 24,4%. Кыргызстан уже подвергался подобной блокаде в 2017 году. По подсчетам Международного валютного фонда, тогда кыргызская экономика понесла ущерб более чем на 200 миллионов долларов. Однако казахская сторона назвала эти меры попыткой борьбы с контрабандой. Ссылаясь на сведения погранслужбы Кыргызстана, Мукашев пояснил, еще в 2018 году поток кыргызских большегрузных автомашин через пункты пропуска Актилек автодорожный составил 93 612 единиц, то в прошлом году этот показатель упал до 73 652 машин. Докладчик также добавил, что Департамент функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии тоже пришел к выводу, что Казахстан своими действиями нарушает решение Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года об отмене таможенного контроля на внутренних границах ЕС. Но с этим мнением, высказанным в Женеве постпредом Кыргызстана, согласны не все. Например, зампредседателя Комитета по экономической и фискальной политике Джугурку Кенеша Дастан Бекешев считает, что в сложившейся ситуации виновата и кыргызская сторона. Мы постоянно говорим, что необходимо увеличить нашу долю в таможенной системе. Но как мы можем требовать этого, если сами не боремся с контрабандой на своих границах? Поэтому и высказывается недовольство в наш адрес. А в разговоре с корреспондентом Пятого депутат отметил, что хорошим решением этой проблемы мог бы стать вариант, предложенный участником ЕС президентом Сооронбаем Джейнбековым. Он предложил для решения подобных вопросов внедрить тройной таможенный контроль на внешних границах ЕС. То есть в этом контроле могли бы участвовать как Казахстан, так и Россия. И стало бы понятно, откуда идет контрабанда. Очень хорошую идею предложил наш президент Сооронбай Джейнбеков, когда
был в Российской Федерации и обсуждали в рамках ЕС вот эти все проблемы. И тогда наш президент предложил тройной контроль. То есть, чтобы друг к другу не было никаких взаимных претензий, и чтобы в дальнейшем исключить эти претензии. Казахстан говорит, что от нас очень много потока контрабанды. Мы же, наоборот, утверждаем, что от них. По словам Бекешева, при этом Казахстан порой использует внеэкономические методы для продвижения казахских товаров на кыргызском рынке. То есть они, получив исключение по 3000 товаров в 2016 году, они, пользуясь этими исключениями в рамках ВТО, завозят некоторые товары, можно сказать, они должны были использовать у себя на рынке, но они завозят и к нам, и в другие страны. Вот мы это говорим. Они же говорят, что вот наши границы дырявые, и мы не контролируем свой товар. Однако суть решения спора, который избрала кыргызская сторона, путем арбитража в ВТО неэффективен, считает депутат. Я думаю, что Казахстан не будет признавать никогда за собой никакую вину. Они же тоже нас обвиняют. Взаимные обвинения те идут. И, ну, естественно, и мы тоже не будем принимать, ну, вот, как бы, сторону жертвы. По мнению депутата, казахская сторона будет На КПП упорствовать в сейчас своей остались позиции до только те, кто еще не последнего. успел получить Поэтому такой грузы. спор в ВТО Из-за затянется длительных проблем на надолго границе и не лучшим бизнесмены и образом перевозчики скажется на придумали новый экономическом способ благополучии сохранить страны, скоропортящийся поскольку груз. торговля с Место в Казахстаном коллеге, играет в кыргызской так дальнобойщики экономике называют решающую очень... Жылдын аяғына чейин биз ойлоп атабыз биздин Экономическое сотрудничество с Казахстаном для нашей страны имеет огромное значение. Мы поставляем туда молочную продукцию, электроэнергию, овощи и фрукты, швейные изделия, мясо. Из Казахстана к нам привозят пшеницу, муку, уголь, растительное масло, некоторые нефтепродукты. За прошедшие месяцы товарооборот составил 714 миллионов долларов. Что характерно, предложение Джейнбекова о тройном контроле в ЕС так и не рассмотрели. Очевидно потому, что может скрыться и поток контрабанды, попадающий в Кыргызстан из Казахстана через казахский пункт таможенного контроля Хоргоз. С точки зрения эксперта Расула Умбиталиева, кыргызско-казахский спор иллюстрирует суть экономического партнерства в рамках ЕС. Идет настоящая торговая война. Согласно нормам ВТО, страны, члены ВТО не имеют права производить всяческие досмотры, всяческие препятствия по пересечению товаров через их территории. И тем более сама торговля между членами ВТО, она должна быть беспрепятственной и должна быть свободной торговлей. Партнеры на словах полны решимости укреплять дружбу и добрососедство, а на деле порой ведут себя как пауки в банке, поскольку вынуждены защищать интересы своего крупного бизнеса, который в СНГ представляет собой одно целое с государственной властью. И потому в конкурентной борьбе далеко не экономические методы используются довольно часто. В Кыргызстане дело обстоит еще интереснее. Заботясь о собственном кармане, некоторые госчиновники порой неустанно трудятся для процветания бизнеса не в своем, а в другом государстве. Например, при богатых угольных месторождениях в Кыргызстане ТЭЦ Бишкека работают на угле, импортируемом из Казахстана, поясняет Умбиталиев. Некоторые высокопоставленные правительственные чиновники именно во имя интересов корыстных целях используют поставку топлива на ТЭЦ города Бишкек. Дело в том, что именно покупая уголь Шабаркульского месторождения, высокопоставленные правительственные чиновники наносят ущерб государству в порядке от 800 до 1 миллиард 200 миллионов сомов ежегодно. Генеральный совет ВТО еще не вынес решение по жалобе Кыргызстана, но очевидно, что спор разрешится не скоро. И этому совсем не способствует одно обстоятельство. Призывая Казахстан не нарушать действующие правила и законы, кыргызская сторона и сама не очень-то их соблюдает. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.